Ой, мамочки дожили. Ужас-то какой. Слышите? Вроде нет. Или шипит. Вы слышите? Шипит же. Как что шипит? Чертов Бигфордов шнур шипит, который к бомбам тянется, которые потом взрываются. Или не шипит? Ну бахнет же сейчас. Что вы сидите спокойно? Как что бахнет? Вся Якутия бахнет. Вот возьмет и бахнет. А все из-за денег. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Это не я вас пугаю, это все Москва. В смысле, федеральное правительство. Точнее, министр экономики этого самого правительства Максим Орешкин, который ходит везде и рассказывает, что завтра бахнет. В смысле, рванет. Ну, не совсем завтра, а примерно так, через 2-3 года, но уж рванет, будь здоров. И все, как я уже говорил, из-за денег. Опять вы меня не понимаете, да? Ну так сами министры послушайте, и все станет на свои места. Финансовая система страны находится на грани взрыва. Наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется. Мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками, чтобы понимать, что делать сейчас, для того, чтобы в 2021 году с этой проблемой не столкнулись в полный рост. А непременно взорвется финансовая система государства, по мнению министра экономики этого самого государства, потому что в настоящее время в России идет процесс перекредитования населения. На сегодняшний день каждый третий кредит в России выдан семьям, домохозяйствам, у которых на обслуживание долгов уходит уже до 60% всего семейного бюджета. Чтобы погасить одни кредиты, люди берут в банках другие, и процесс движется по нарастающей. Но ни один пузырь нельзя надувать до бесконечности. Рано или поздно он по законам физики лопнет. И по мнению Орешкина, это произойдет в 2021 году, а все последствия мы ощутим в 2022. И в результате пострадают все – и граждане, и экономика. Первые уйдут в банкротство, ну или в запои, а вторая – в рецессию. Первое. Но при чем тут отдельно взятая Якутия, спросите вы? Да при том, что мы тот самый регион, где уже шипит. Шипит же. Шипит Бигфордов шнур, присоединенный к этому самому пузырю или бомбе потребкредитования. Якутия входит в число лидеров по объемам и количеству потребительских кредитов, выданных на душу населения. А сейчас наблюдается еще и рост микрокредитования, то есть когда кредиты привлекаются даже не в банках, а во всевозможных ростовщических фирмах, так называемых микрокредитных организациях. И даже когда по ДВФО, Дальневосточному федеральному округу, в целом наблюдается снижение, у Якутии рост и объемов кредитования, и просрочки по ним. За первый квартал 2019 года микрофинансовые организации Дальнего Востока выдали займов на сумму 1,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 31%. Наибольший объемов займов выдали микрофинансовые организации Якутии 382 миллиона рублей, наименьшие в Магаданской области 2,8 миллиона рублей. Только за прошлый год и только в одном Сбербанке якутяне стали брать кредитов на 50% больше, чем в предыдущем 2017 году. В месяц банк выдавал в среднем по 3000 займов. А долг, как известно, платежом страшен. Но может быть все не так страшно. Может быть как раз это показатель экономической активности населения или следствие высокой инвестиционной привлекательности региона, про которую так обожают рассуждать наши власти. Это была бы хорошая версия, но вот, например, мнение на этот счет Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка. И это мнение совсем не вдохновляет. Ведь о кредитах рассуждает глава структуры, которая, помимо прочего, и дает в кредит российским банкам те самые средства, которые они потом предоставляют гражданам. Послушайте. Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это не повышение уровня жизни. Люди его поддерживают в условиях низкого роста экономики. За кредитами идут люди с низкими доходами. Это экономическая проблема. Чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами. И я, пожалуй, склонен этому верить. Вот те 3000 кредитов, которые Сбербанк выдавал якутянам ежемесячно в прошлом году. Знаете, какая там средняя сумма займа? Порядка 30 тысяч рублей. То есть люди брали деньги не для какой-то крупной покупки, на которую просто так копить было бы слишком долго или слишком трудно. Автомобиль там или норковая шуба для жены. Они брали их на повседневные расходы и для погашения кредитов, которые брали ранее. Если разделить все долги по кредитам, набранные якутянам, на всех жителей Якутии, то получится примерно 350 тысяч рублей на нос, независимо от носа глубокого старика или маленького младенца. Хорошая сумма. Тут уж поневольно еще прислушиваться. Точно не шипит? Ты поспи, а я буду слушать вместо тебя. А ты услышишь. Я постараюсь. Я буду изо всех сил слушать. В долг живут, к слову сказать, все, не только рядовые граждане.
Мэрия города Якутска, например, в этом году занимает у банков лишние 300 миллионов рублей, чтобы заткнуть дыру в финансах. Эти деньги надо будет отдать, а сверху еще заплатить более 43 миллионов за пользование кредитными ресурсами. Правительство республики так вообще каждый год выпускает облигации государственного займа, которые надо гасить и по которым надо выплачивать ежеквартальные купоны. В текущем 2019 году республика поставила новый рекорд. Она планирует разместить этих самых облигаций аж на сумму 12 миллиардов рублей. Больше, чем в любом предыдущем году. И это еще без учета непогашенных облигаций, которые до сих пор находятся в обороте. Валерий Алексеевич, я ничего не напутал? На сегодняшний день в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 24 миллиарда 125 миллионов рублей. Доля ОГС в структуре госдолга республики самая большая – 48%. Долговая нагрузка на бюджет или отношение объема госдолга к налоговым и неналоговым доходам на сегодня составляет 39%. Якутия входит в благополучную группу регионов с высокой долговой устойчивостью, то есть с долговой нагрузкой до 50%. Благополучная группа регионов в данном контексте читается как «мы можем платить по обязательствам». Пока можем, да. Хотя на фоне не очень хороших дел Валроса нашей бюджетообразующей компании немножко волнительно. А у Валроса сейчас ситуация действительно тревожная. Объем продажи алмазов в первом полугодии 2019 года упал на 30%. Но не будем о грустном. Власти Якутии не были бы властями, если бы у них не было плана «Б». План «Б» заключается в том, чтобы отчаянно форцевать недрами Якутии, называя это инвестиционной политикой. Лучше всего форцевать получается на специальных больших муняхах, которые именуются экономическими форумами. В стране есть два больших экономических два больших экономических форума, участие в которых просто обязательно для региональных чиновников. Кровь из носа, последние деньги из бюджета, но чтобы на форуме был. Я был вынужден, господа, собрать наш большой бедлам, чтобы принять важное решение. Имя двум этим бедламам – это ПМФ, Петербургский международный экономический форум, и ВЭФ, Восточный экономический форум. Первый уже прошел, и делегация якутских чиновников вернулась с него окрыленной. Их там сам Путин похвалил за успехи в области улучшения экономического климата в отдельно взятом регионе. Второй пройдет только в сентябре в городе Владивосток, но готовиться к нему уже начали. Лично сам бдит и требует. На свое участие в пятом Восточном экономическом форуме Якутия потратит более 30,7 миллионов рублей. В основном деньги пойдут на пафосный павильон. Прошлый, для сравнения, забабахали в виде головы мамонта, с айсбаром внутри и прочими радостями. Идея с животным миром, кстати, оказалась заразительной, и теперь Камчатка свой павильон на ВЭФ решила строить в виде краба. Хочу сказать, что для Камчатки краб это уже какая-то эволюция, потому что в прошлом году у них был павильон в виде икры. Ну да, 4 икринки, символизирующие жизнь. Вообще, казалось бы, форум международный, экономический, люди. И какие люди? Топ-менеджеры компании, министры финансов и экономики, лидеры государств приезжают на него, чтобы обсудить проблемы и перспективы своих экономик. А готовятся как дети к утреннику. Ну, знаете, когда мама и папа накануне праздника не спят, всю ночь краят занавески, шьют костюм своему чаду. Ну, конечно, если родители состоятельные, то можно заказать настоящий костюм у мастеров своего дела. Вот и Якутия не стала ничего выкраивать, а провела 2 тендера на обеспечение своего присутствия на ВЭФ, куда вошли и, собственно, павильон, и все прочее прилагающееся. И костюмы не забыли. В спецификации тендеров прямо указано, что костюмы надо купить у модельера Августины Филипповой. Пункт 3.5. Организация культурной программы. Командировочные расходы участников культурной программы Республики Саха-Якутия. Авиабилеты по маршруту Якутск-Владивосток-Якутск 35 единиц. Перевозка груза Якутск-Владивосток-Якутск не менее 500 кг. Проживание 9 суток, 35 человек, размещение в гостиницах, где удаленность от места проведения основного мероприятия составляет менее 1,5 километров. Изготовление видеоконтента для трансляции на заднем фоне сцены для концертов по согласованию с заказчиком 1 единица. Услуги режиссера-постановщика 1 единица. Аренда костюмов модельера Августины Филипповой. В прошлом году, несмотря на всю экзотичность нашей, то есть мамонтовой головы, всех умыл Сахалин, представивший павильон в виде 2 волн. А в этом они еще и апгрейд сделают, на одной волне будет парусник, а на другой кит. Хабаровский край в прошлом году принимал гостей в самолете. Регион-гость Кемеровская область вообще внутри своего павильона устроила зиму с понижением температуры и искусственным снегом. В общем, люди взрослые, а развлечения детские. Карнавал! И пыль в глаза. Причем независимо от финансового положения региона. И в этом плане субъекты федерации и их главы, которые все это санкционируют, недалеко ушли от среднестатистического гражданина, который влезает в долги, в кредиты по уши, лишь бы пройти по улице с последним айфоном. Вот iPhone X. Без портков, но в павильоне. В смысле в шляпе.
Нынешний павильон Якутии, правда, планируется сделать без особых изысков. Он будет представлен в виде овала, украшенного национальными орнаментами. Потому что из 30,7 миллионов рублей, которые потратит Якутия на ВЭФ, более 10 решили израсходовать чисто на пребывание на форуме огромной делегации. Помимо 35 авиабилетов заявлено также транспортное обслуживание 100 человек. Но это еще не все. За месяц до ВЭФ в Якутске пройдет выездная сессия форума. Знаете, чему будет посвящена? Кредитам. Так и называется «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России». Выездная сессия 5-го ВЭФ важна не только для социально-экономического развития республики, но и для поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации инвестиционных проектов, укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками. Ой, послушал бы зампред Стручков Набиуллину, ведь точно бомбанет. Но ладно. Обычно мы завершаем передачу на минорной ноте и с такими небольшими спецэффектами в финале для пущей неожиданности. Но на этот раз жизнь постаралась за нас и преподнесла свой спецэффект. Да еще какой. Поэтому мы запланированную концовку скомкали и выкинули, чтобы сообщить вам следующее. YouTube-канал телеканал ЯТВ с 10 тысячами подписчиков, на котором размещались выпуски передачи «Говорящие головы» и другие не менее интересные видео, сломан. Из него вычищены все архивы, побита подписка, и сейчас это вообще не ЯТВ, а цветы от Митрофанова. То же самое случилось и с Инстаграмом. По случайному или нет, стечению обстоятельств, все сломалось ровно через неделю после того, как мэр Якутска дала добро на трансляцию на этом канале своих планерок в прямом эфире. Это случайность. Случайности не случайны. Сейчас информации слишком мало, чтобы делать какие-то выводы, но есть определенная ирония судьбы в последних событиях. Смотрите, в конце июня в Якутии провели сразу 2 журналистских форума. Инфофорум от Союза журналистов России и Дальневосточный медиафорум. Последний обошелся в 5,5 миллионов рублей, и сразу после его окончания на журналиста газеты «Якутск вечерний», моего коллегу Михаила Романова, завели дело о злоупотреблении свободой информации. А через какое-то время мэр Вилюйска сдал в полицию съемочную группу телеканала «Якутия-24» за то, что они посмели у него поинтересоваться, а куда вы дели деньги, выделенные на ремонт и строительство дорог. Сейчас в Якутии завершил свою работу другой форум, посвященный цифровым технологиям и IT. За него выложили уже 12 миллионов рублей. И сразу после его завершения сломался YouTube-канал ЯТВ, где освещалась работа мэрии и, в числе прочего, транслировалась политическая сатира. Я все-таки далек от конспирологических теорий и думаю, что это совпадение. Но есть в происходящем что-то такое ноосферическое. У нас, если что, еще и выпуск 13-й. Но ничего, ведь то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому увидимся, все равно увидимся на следующей неделе. Пока.